Тем временем завершено голосование первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания. Республику в нем представляли воркутинская оленина, Коми-Кольк и вода Сыктывкарская. 8 декабря уже на следующей неделе будут названы победители конкурса. Евгения Кладкевич задалась вопросом, почему именно эти продукты питания могут быть названы вкусом России. Воркутинская оленина. Ее свойства нередко сравнивают с целебными. Большое содержание жирных и аминокислот, витамины, минералы и низкая калорийность. Регулярное употребление даже небольшого количества – это выведение канцерогенов и шлаков из организма. Снижает, что, к слову, официально доказано, и риск онкологических заболеваний. Приятное дополнение – особенный, ни на что не похожий вкус. Вяленые, копченые, жареные, даже печеные деликатесы. О том, насколько хороша по вкусу воркутинская оленина, знают не только в Коми. В 2019 продукция производственного сельскохозяйственного комплекса «Оленевод» получила статус первого мясного бренда страны. Сегодня продукцию поставляют в разные уголки России, от Москвы до солнечного Крыма. На предприятии замкнутый цикл производства от выращивания до реализации продукции. Посередине стоит переработка мяса. Воркутинская оленина – это сразу же бренд предприятия, и люди понимают, что это разговор идет о производстве, которое занимается выращиванием, переработкой этого мяса. То есть сразу же понимаешь качество этого мяса. Сразу понимаешь то, что мясо сертифицировано, а не выпущено в каких-то кустарных условиях. Пастбищные угодья кооператива «Оленевод» расположены на территории 3 субъектов. Убойная кампания традиционно начинается в ноябре. Рогатые, загнанные в кораль, тщательно осматриваются. Слабые отправляются в убойный цех. Зиму, они, говорят оленеводы, как правило, не переносят. К слову, на убой в среднем отправляют не больше четверти всех особей, большинство из которых – нерепродуктивные самцы. После убойного цеха на переработку. В итоге предприятие пускает в продажу более 90 видов продукции. Продукция действительно безопасная. Это подтверждается результатами мониторинга, которые мы ежегодно проводим, лабораторные. То есть, грубо говоря, отбираются образцы мяса, оленины и субпродукты мы тоже исследуем. И путем лабораторных исследований определяется состав и наличие в них запрещенных веществ, которые техническим регламентом Таможенного союза регулируются. Токсиканты, химические препараты, антибиотики и прочее. До полутонны мясных деликатесов за сутки. Задумываясь о сочетании столь сильной мощности и вместе с тем высокого качества, убеждаешься, воркутинская оленина справедливо выбрана представлять наш регион на первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России», объединившего, внимание, 500 предпринимателей. 8 номинаций, одна из которых на всю страну. Там-то и представлена наша воркутинская оленина. К слову, молва о Коми-бренде давно разошлась за пределы России. Как-то Воркуту со съемками экстремального фильма посетил знаменитый актер Винни Джонс. Представленные блюда зарубежному гостю понравились. Некоторые деликатесы даже обескуражили. Это яйца оленя. Это яйца. Яйца? Боже! «Вкусы России», уверены производители, дадут Коми-бренду мощный толчок в развитии экспортного потенциала и даже на международном рынке. Ведь главная задача конкурса – пробить национальным брендом широкую дорогу к потребителям. Сейчас независимые судьи решают, кто же пройдет финал конкурса. По официальным данным, это будут 24 производителя. С ними Минсельхоз России проведет ряд мероприятий, направленных на продвижение и поддержку бренда. Кто же получит заветный ключик к раскрутке и будет ли среди них наша воркутинская оленина? Узнаем 8 декабря.